А как вообще началась твоя вот эта деятельность? Как ты пришел к этому? Может, есть... Или ты просто с молодости так повелось? Ну, тут вопрос, да, в обретении нагайской идентичности, потому что для нас, для астраханских нагайцев, актуальна вообще эта тема. То, что, ну, у нас писали татарами до, Мгм. вот, до 80-х годов примерно, вообще никаких нагайцев в Астрахани не было официально. Ну и вот я один из таких, да, кто вот в детстве узнает, вот я же чем-то отличаюсь, я чувствую, что какие-то отличия есть. Потом у родственников узнаю, что я ногай. Со временем начинаешь интересоваться историей, да, вот это вот такой клубок. Я вот, короче, когда немножко начал узнавать про тебя и так далее, я встретил такое понятие, как ты упомянул ранее, астраханские нагайцы. Они как-то отличаются от других нагайцев, да? Потому что я всю жизнь думал, что есть какие-то кабанские нагайцы, есть дагестанские нагайцы, есть чеченские нагайцы. Сейчас появляется понятие как астраханские нагайцы. В чем отличие? Я так понимаю, они как-то с татарами больше или же... Ну, вопрос очень такой широкий, пространный. Вот я, как уже сказал, да, я Ногай-Карагаш. А на самом деле 4 целых группы проживает в Астраханской области. Это нагайцы-юртовцы, сам, ну, Ногай-юртовцы, Утары, Кунрау. Все эти группы, ну, Карагаш-Ногаляр. Есть еще наши братья, да, Букеевский Ногай, там Нижний Бускунчак, это вот связанный с Букеевской Ордой. Есть еще и те, кто переселился с Северного Кавказа относительно недавно, да. Но вот, когда мы говорим про астраханских нагайцев, это 4 группы. Вот, и у всех такая своеобразная история. Если нас брать, Карагаш Ногаев, да, то мы как бы состоим изначально из 2 компонентов. Это вот Едисанский Ногай, Большой Ногай и э, Кубанский Ногай, то есть вот связь наша с Кубанью. Если вообще еще глубже копнуть, да, вот Астраханская область, она как бы на территории 2 образований исторических находилась. То есть Мгм. это половина, условно говоря, по реке Волга проходила граница, Эдыль. Половина относилась к исторической территории Ногайской Орды с древности, другая половина Астраханское ханство. Если еще глубже копнуть, была Золотая Орда, мы знаем. Именно у нас, да, в низовье Волги, город Сарай, столица. То есть, если мы читаем эпос Эдиге, там вот Эдиге, Тохтамыш, они когда сражаются, у них как бы все вот это в низовьях Волги происходит, наши эти описываются. Вот этот исторический регион, можно сказать, где, ну, один из важных регионов, как и Кубань, как и, в принципе, Северный Кавказ для всех ногаев. Ну, вот такой, да, столичный регион, условно говоря. А со временем получилось так, да, что вот как будто бы нас нет там. Да? Почему? Была такая политика татаризации, там, когда малые народы их причисляли в состав более, да, крупных народов. Это не только с нами произошло, это и туркмен на татарском языке у нас обучали, и башкир там, да, там, и, ну, затронул. И так получилось, как будто вот нас вот не стало. Хотя вообще вот Астрахань, да, это такой вот очень важный регион для всех ногаев. Вот. Получается, Астрахань, по идее, по исторически, это такой важный район для нагайцев. Да, да, да. Это как бы колыбель, можно так сказать. Абсолютно, да, правильно сказано. Очень важный исторический регион, тесная взаимосвязь, да, с ногами. Вот если мы будем читать историков, там, Дженкинсона, да, там, тех, которые посещали наш регион, там, Бэрроу, да, там, вот, наш брат Алим, он делал даже целый фильм, да, на эту тему, там, вот, полностью источники. Там видно, что вот когда описывают Ногаев, Астрахань, Ногай, Нижняя Волга, Ногайская Орда, вот эта вся территория. Интересный момент, есть такая гравюра знаменитая, на ней написано Астрахань и Ногая. То есть Астрахань в Ногайской стороне. Мгм. Вот, то есть это уже как бы показывает, да, наше вот это вот соприкосновение. А потом в какой-то момент началась, как ты сказал, татаризация. То есть уроки на татарском языке, наверное, пошли, Да, да? да, да, да. Там вот Какие-то. так получилось, да, что вообще вот надо здесь такой небольшую ремарку сделать, то что вообще в Астрахани начался процесс Ногайского возрождения весь 20 века, даже конца 19-го, с Астрахани. Абдурахман Исмаил Чумеров, он был такой, да, ногайский просветитель. Вот. И у него целая школа, целая плеяда. Все знают Джанибекова, да, Абдулхамид Шершемид Джанибеков. Мгм. Там школа имени Джанибекова, не знаю, у вас на Кубани есть или нет, но по-любому улице, наверное, есть. Мгм. Недавно издали, да, все казна со сокровищное слово. Он же Нагайц Карагаш, Карагаш Ногай. Он наш, вот, с моего рода. И он, как бы, вот эта вся деятельность, она вокруг Абдурахмана Исмаиловича Умерова. То есть начало 20 века было течение такое, джадидизм, может, слышали. Там вот, обычно татар упоминают, в принципе, это и в Средней Азии, да, там Исмаил Бей Гаспаринский. И вот у нас в Астрахани такой центр был, центр.
И мусульманский центр, и центр книгоиздания, и центр культуры. То есть вот я про Умерова сказал, там некоторые наши представители братских народов говорят, что он астраханский татарин. Ну, я всегда говорю, как он мог быть астраханским татарином, да, несмотря на то, что он у Маржани действительно учился, если он книгу издал, Ногай Джарлары, ногайские песни, да, в своих газет «Идыль», в своих статьях он писал, да, Ногай Кардашларма, да, и книгу Ногай Тариха написал. И даже потом перед своей ссылкой, перед репрессиями уже в 30-е, конец 20-х, ближе к 30-м годам, он в Дагестан поехал, чтобы попытаться создать республику для Ногаев. То есть, чтобы стало понятно, какое влияние. И потом, вследствие репрессий, вследствие такого определенного гнета, власть поменялась, многие вынуждены были уехать на Северный Кавказ. Вот опять-таки ученик Абдрахмана Исмаиловича Умерова, Басир Мажидович Абдуллин, улица Абдуллина есть в Терекле. И вообще, есть такая книга, им написанная, называется «Кыр батырлары», «Герои степи». И он был, Чультауса есть же газета «Голос степи», он один из первых редакторов, первый ногайский драматург, а он ногай юртовец, все, юртовский ногай. Просто, чтобы стало понятно, что это за люди. Потом раз, и все это постепенно оно переместилось на Северный Кавказ, дальше пошло, там Муса Курманалиев, там Зейд Кайбалиев и так далее, и так далее. Но началось все с нас. А в языковом плане какие-то отличия есть, если сравнивать с кавказскими ногайцами? Конечно, отличия-то они есть, но мы с тобой немножко до того, во время знакомства общались, наверное, ты услышал знакомые совершенно близкие слова, да? Айнанайм, Айнан Ткетиим, Аспа, там, Абам, Татам. Эти все слова, там, Аданас, все эти слова, мы, Карагаш Ногаляр, мы их используем. Но у нас джокущие, то есть мы джокаем, мы говорим джат, джибер, джарайда. Да, у нас тоже так, через джи больше. У нас джокающий диалект. Это именно Карагаш Ногаев. Если брать юртовцев, утаров и кондра, у них такой, в большей степени, что ли, испытал влияние татарского языка. Язык сам ногайский. Сейчас если будешь слушать, ощущение, фонема будет татарская. Китяды, укиляды, сирани керак. А фактически бармага, салмага, барадаган. То есть язык-то ногайский, но произношение татарское у них. Влияние все-таки. Конечно, да. Да, понял. А смотри, я больше какой? Я не так хорошо и подробно знаю историю ногайцев. И, наверное, среди подписчиков тоже таких много. Мне так кажется. Поэтому можно немножко небольшой такой экскурс в различия Карагаш Ногайлар, как ты сказал, юртовские ногайцы. Как это связано? Надо начать с самого начала, то, что когда мы говорим о ногаях, как о народе, многие сразу думают про Ногайскую Орду. Отчасти это правильно, но на самом деле сейчас, историческая наука, она не стоит на месте, открываются новые некоторые сведения. И как раз в соответствии с разработками, которые мы имеем, новыми данными, все новое, давно хорошо забытый старый. Там говорится о том, что еще в Золотой Орде был Ногай Бекдербек, была такая мусульманская партия Золотой Орды. У него, кстати, у Ногая были земли на Яйке, то есть это опять-таки, кто-то думает, чисто Северный Кавказ, Крым, на самом деле и туда касательство было. И еще до того половецкие миграции были, то есть между Кубанью и Яиком, и Идылем, такие реперные точки, между которыми постоянно перемещались. И когда появляется Золотая Орда, они продолжают, уже получают название Ногаев, и продолжают по этим, так скажем, маршрутам мигрировать. И если мы посмотрим на астраханских ногаев, в чем особенность? Потому что астраханские ногаи, если нас брать, Карагаш Ногаев, то мы тесно связаны с Кубанью. То есть фактически мы с Большой Ногайской Ордой связаны. После того, как Ногайская Орда забежал вперед, Золотая Орда распадается. Самый большой осколок Золотой Орды — это Ногайская Орда. А еще есть Большая Орда, Крымское ханство. Потом впоследствии к рубежу 1502 года распался Тахтали Большая Орда, на ее месте Астраханское ханство. Ногаи Астраханского региона, они тесно связаны именно юртовцы с Астраханским ханством и с Большим Ногаем. Карагаш Ногай связаны с Большим Ногаем и с Кубанской Ордой, с Малым Ногаем. Если брать утаров, утары — это такая интересная группа, которая это Ногай Ембойлк.
Вот один из главных родов. То есть они Янбойлук, я слышал, это с крымскими больше. не совсем так. Они жили на реке Эмба. Река Ем или Эм, это вот на территории современного Казахстана западного, в ту сторону. И вот они первые, кто, да, так скажем, встретился с калмыками, сразились и попали в состав калмыцкого ханства определенных частей. Ну, часть, естественно, кто смог, он переместился, да, мигрировали. Вот. И вот эти вот тутары, они тоже вот связаны тесно с этим. Карагаш Ноғай, резюмирую, это больше связано с Кобан Ноғай, Да. ханством, с Большой Золотой Ордой, вот между ними, да, где-то они? Либо выходцы из этих двух орд? Да. Мы связаны частично с Едисаном, частично с Малым Ноғаем. Да? То есть вот у нас до сих пор рода, я уже говорил, такие рода, как, например, вот у вас есть Шутуковы, у нас род Шотук называется, часть асов. У вас есть род Карасовый, семья, у нас Ру Карас называется. Там я, например, Сиит Алтаяк, да, и вот Алтаяк у вас тоже есть, это Тохтамыс ауылда. Есть, например, Кургюре, есть этот Кирейтовый, делится на Кургюре и Алтаяк. То есть у нас до сих пор рода совпадают. У нас и слова совпадают. Ну, внешне чуть-чуть мы уже, как говорится, поменялись, понятное дело, из-за там соседей, да, и так далее. Да. Но база, вот эта база, да, предание. Во всех преданиях у нас у Карагаш Ноғаев поется. Неселіміз өзінде бөлінген Қобан елінен. То есть то, что мы с Кубанью тесно связаны, вот эти предания. Но при этом у нас же есть предание об Астраханском ханстве, об Асане Кайғылы. То есть это вот был такой у нас Ярау, да, носитель эпической традиции, Кубай Ашигалиев. И вот у него сохранены были предания, как Асан Кайғылы, да, участвует в основании Астрахани. То есть это вот как бы, ну, это на самом деле не основание, там же она разрушалась, снова, да, восстанавливалась, разрушалась. И вот такие предания у нас тоже сохранились. А юртовские нагайцы тогда? Юртовские нугай — это совершенно такая особенная группа, потому что они связаны не столько с Ногайской Ордой, сколько с Астраханским ханством. Вот. И тут, естественно, у историков, у некоторых представителей родственных народов начинается, что вот вы только с Ногайской Ордой связаны, и все. На самом деле есть такой источник 16 века, Мажмут Аварих, у нашего братского кыргызского народа сохранился, причем на фарси. В этом источнике, да, чем он для нас важен, там приводится сведения о том, что нугаи уже были в Золотой Орде, и то, что они как бы составляли элиту в Крыму, они составляли элиту в Казани, вернее не в Казани, а в Булгаре, да, будущее вот это Казанское ханство. И оттуда, да, часть переселилась на Сырдарью. И как раз-таки мы из этого видим, да, вот как уже позднее Вадим Ильич Штрепалов писал в своей книге «История Ногайской Орды», то, что этноним Ногай, он был свойственен не только для Ногайской Орды, но и для Большой Орды, и для Крымской юрты. Но я добавлю, что еще и для Астраханского ханства. И вот эти юртовские Ногай, они связаны не столько с Ногайской Ордой, хотя и с ней тоже связаны, но связаны еще и с Астраханским ханством. То есть вот они, как раз у них предание о том, как они присягали на верность, да, Ивану Грозному, когда вот в 1556 году произошло присоединение Астраханского ханства. Там же как хан, по сути дела, убежал, причем убежал на Северный Кавказ, там, в Тюмень. Есть версия, что в Азов. А вот эти все, да, его там Карачиби, да, его там вот эти подвластные Карахалк, там Мурзы, они принимают шерт, то есть подданство. Это вот у них в преданиях передается, а есть документы о том, как они принимали это подданство. В 1851 году, да, Павел Иванович Небольсин, он как бы подготовил книгу, чуть позже ее издал в Санкт-Петербурге, «Очерки Волжского низовья». И там он как раз зафиксировал то, что юртовые татары сами себя называют Ногай и считаются потомками золотоордынских Ногаев, первых основателей Астрахани. И он дальше описывает, но он это описывает именно со слов, да, народной традиции. То есть он был не историк, а он был этнограф. Он записывал эти предания. И вот они говорят, то, что мы с Ногайской Ордой даже, ну, не всегда как бы в дружбе были. Вот. Но при этом это тоже Ногаи, да. После присоединения Астрахани к русскому государству туда еще из Большой Ногайской Орды началось переселение. И вот этот общий массив. Вот. Но где-то примерно к 18 веку происходят такие изменения, то что и казанские татары и мещары, которые тогда так не сильно назывались, да, но они тоже переселяются в Астраханский наш регион. И они постепенно, да, начинают взаимодействовать. Если резюмируя и грубо говоря, юртовские нагайцы — это больше нагайцы из Ногайской Орды, но
присоединившиеся к Астраханскому ханству и немножко попавшие под влияние, можно если так сказать, татарской культуры. Ну, примерно, да, если упростить, примерно Да, так. если- Но начать с Астраханского ханства, потом уже, да, с большой Ногайской орды Едисаны, и потом влияние. Но влияние это зачастую его специально преувеличивают. Якобы они уже давно татарами стали. Вот, Мгм. но по генетике, да, вот уже были генетические исследования с ними, по языку Российская академия наук признала их диалект, наш диалект, утарский, кунрусский, как часть ногайского языка. По своим обычаям, то есть у них тамги есть, да, рода они немножко позабыли, но у них тамги сохранились. Арбыр ноғайда өз тамғасы бар. То есть Мгм. по обычаям вот это вот плиточный, да, тахташай, ноғайшай. То есть Мгм. то есть папахи они носили, по одежде, одежда вот этот каптал общий. То есть это все вот эти, да, маркеры, то есть этнография, генетика, язык, антропология, там, материальная культура, все это указывает на то, кто они есть. То есть они, Что это нагайцы. да, самое интересное, мы вот не так давно, буквально года 3 назад начали работу по переводу метрических книг. Раньше как было? Раньше вместо ЗАГСов все фиксировали муллы Мгм. в мечетях. Мгм. Вот там, то есть там о рождении, запись о рождении, запись о браке, запись о смерти, все там записывалось. Да, документов особо не было, паспортов, по-моему, тоже. Да. И вот там, что интересно, там записывалась национальность. Мгм. То есть, и мы когда стали поднимать, там записано, например, Юртский Ногай, там Кондрау Ногай, Карагаш Ногай, там даже иногда тамги встречаются, то есть у юртовцев, или махалля, в какой махалле жили. Махалля это квартал. Мгм. Вот. А в чем вся соль? Дело в том, что до сих пор большинство, да, наших астраханских нугаев, оно еще, ну, как бы по инерции записали татарами, на татарском обучали, пишется татарами. И Мгм. вот тут такое, да, вот, так скажем, материальное доказательство, что вот, ну, вас же никто не заставлял нугай писать, правильно? Ваши же муллы писали, да, там, или даже не ваши, а наши. Я просто, кто-то думает, астраханский нугай что-то единое, а там ничего подобного. Мы разные. Хотя мы все вот вместе, культура похожа. Вот. Здесь тоже вот такой интересный момент есть. То, что Карагаш нугайлар, они до где-то 20-х годов 20 века кочевали. Юртовцы, это они уже где-то к концу 18 века перешли на оседлость. То есть они в основном, вот как кубанские занимаются земледелием, тоже земледелием занимаются. То есть они вот, у них такая специфическая культура поливного земледелия. Возможно, даже связано с хазарским каганатом. Там, то есть очень Мгм. древний Золотоордынск